Меня удивляет риторика либералов и вдруг присоединившихся к ним экспертов Аббаса Джума и Евгения Сатановского, которые не дают конкретных оценок, а какие-то философские рассуждения о том, что произошло в Турции после переворота. Но никто не говорит о том, что произошло в момент переворота, кто его готовил. И я хотел бы обратить внимание вот на что. Можно не любить Эрдогана, но нельзя настолько уничижительно оценивать турецкий народ. У Владимира Путина, кстати, вы заметите, как он оценивает ситуацию, он может критиковать лидера, но никогда не позволяет себе унижать турецкий народ, даже в ситуации такого острого конфликта, который был недавно, еще несколько месяцев назад. Теперь то, что произошло в Турции. Странно, как либералы, российская либеральная пресса, западная либеральная пресса и присоединяющиеся к ним недоброжелатели Эрдогана оценивают роль турецкого народа в этом неудавшемся перевороте. Я процитирую фразу из российского интернет-издания. «Слепые варвары под именем народ топтали и резали солдат». Когда народ встает на защиту законно избранного президента, и когда народ встает на защиту своего суверенитета, как поднимается язык, говорит слепые варвары. Ведь это тот же самый кукловод, который устроил Майдан в Киеве. Тот же самый кукловод фактически пытался низвергнуть законно избранную власть в Турции. И эта же участь готовится для России. И когда российский народ выйдет на Майдан, никто из нас не посмеет назвать его слепым варваром в защиту законно избранной власти. А теперь то, что касается роли гюленовских структур. Это очень удачный проект управляемого, подконтрольного политического ислама, взращенный Центральным разведуправлением, ЦРУ, американским. Кто в американском суде ратовал за предоставление, привилегированного предоставления Green Card Фетхуле Гулену? Это агенты ЦРУ, Грэхэм Фуллер, это Джордж Фидас, который на Ближнем Востоке курировал и Турцию, и Афганистан. И это посол американский в Турции Мортон Абрамовиц. Эти трое ратовали за предоставление американского убежища Гюлену, который выстроил при покровительстве США невероятно разветвленную и эффективную сеть внедрения своих людей в турецкую элиту. Давайте вспомним историю. Аятоллах Хамини никогда бы не долетел до Ирана, если бы не получил прямое одобрение американских властей, которым вышли тогда спецслужбы Израиля и сказали: нам это не надо, мы можем это остановить. Американцы сказали: не сметь трогать. А теперь понаблюдайте за реакцией США на переворот. Почему переворот не удался? Он же готовился на 3 часа ночи, когда весь народ спит. Но когда информация об этом через турецкую разведку дошла до Эрдогана, переговорщики были вынуждены перенести попытку переворота на 6 часов раньше, когда еще улицы Стамбула и улицы Ангары были запружены гуляющими людьми в пятницу вечером. Никто не может сделать переворот, завести танки на улице города, когда еще народ гуляет и еще народ, поддерживающий своего президента. Никто не может сделать переворот, как показал опыт 91 года, без ареста и изоляции главного политического лидера. А почему армия сейчас не поддержала путчистов? Напомню, что в этот раз переворот делали не кемалисты. И фраза о том, что это конец кемалистской Турции, не совсем верна. Потому что сейчас, ведя разгром гюленовских структур, которые годами, десятилетиями под контролем ЦРУ говорили, мы должны уничтожение резидентуры ЦРУ. По артериям власти продвигаться к самому центру принятия решений. Резидентуры ЦРУ. Да. Понятно. А Эрдоган восстанавливает. Мне просто надо, кто Николай Васильевич слово сказал. Я закончу фразу. Восстанавливает на своих постах кемалистов, офицеров, взамен зачищенных гюленистов. Я боюсь, что кемалистов, офицеров совсем не осталось. Сегодня складывается в Турции. Американский think tank, мозговой центр, Rand Corporation, очень близкий к Пентагону, и фактически разрабатывающий сегодня и внешнюю политику, и внутреннюю политику США, уже давно пытается взять под контроль сетевые мусульманские структуры, которые он хочет направить против террористических угроз. У Рэнда была потрясающая работа Building Moderate Muslim Networks.
выстраивание умеренных мусульманских сетей. В понимании американцев, что такое умеренные мусульмане? Это всякие вот такие вот, понимаете Там ли, проблема. А потом выброшенные умеренные мусульмане по на ошибке периферию отрезают всякие- голову ребенка, и Госдепу неловко Да. на эту тему и говорить. Да? фактически под влиянием Rand Corporation, ЦРУ и Госдепа вот была взращена вот эта вот структура, теневой, сетевой структуры, через которую пытались перехватить власть. Получилось в Турции. наоборот. Какие футболисты. У России и Турции огромные перспективы для развития взаимных отношений. Почему Америка, я хочу ответить на вопрос, почему Америка хотела скинуть Эрдогана? Потому что Эрдоган начал вести самостоятельную политику. И разругались Гюлен с Эрдоганом в тот момент, когда Эрдоган посмел сказать прямо в лицо руководителю Израиля, что он с ним не согласен. Вот где была точка их расхождения. Ну, Израиль тоже- И самостоятельно Слава- такую- Подожди, подожди, Именно подожди. в этот Да, момент, я рад, что но вы всплыл постоянно Израиль. умалчиваете. Подожди. Озвучьте нам эту Подожди, версию. я рад. Израилю низким поклоном на коленях. Я ждал, когда мы встроим эти тайные сионистские задачи. По одному. А потом По одному. сходили в США. Меня волнует... Нечем крыть, нечем. Ларович, Скажите чушь еще. спокойно. Все включено. Евгений Янович, спокойно. Владимир Вольфович. Ларович, у меня ощущение, что вы теперь работаете туристическим агентом. А что же Евгений один-то не Янович, выше? Чего вы, спокойно. товарищ Евгений Всем Янович? спокойнее. Что же вы Евгений Янович, выходите один Я на один. полагаю, у вас пустым Я местом. бросаю вам Евгений вызов. Янович, Евгений Янович, спокойно. Бог фамилия обидел. Вызываю на дуэль. Попробуйте отказаться. Спокойно. Я с вами Евгений выйду, Янович. брат мусульманин, исключительно на Калашниковых. Такие громкие фразы. Что-нибудь Евгений Янович. Раз, два. Евгений Янович. Евгений Янович. в эфир не самое лучшее. Нет, давайте сионистскую можно вести. сделать. Я Сионистскую предлагаю давайте ввести вести. и исламистскую, и сионистскую. Всем успокоиться. Москва всех по мире. Всем спокойно. В Москве Всем спокойно. повстречались, Евгений Янович, друзья. Евгений Янович, спокойнее. В первой половине 20 века Соединенные Штаты жутко пугали Европу Соединенные Штаты, угрозой большевизма. Левая угроза, марксизм, красная чума и так далее, и так далее. И фактически создали условия прихода к власти фашистских режимов. В Германии, в Испании, в Италии. В руины превратили самостоятельную Европу. Сегодня Европу пугают угрозой исламизма, терроризма и заставляют свободную Европу ставить поперек улиц бетонные блоки, ужесточать режим и превращать демократические страны Европы изнеженные в диктатуры постепенно, что приведет к дальнейшей стагнации европейских держав и потере суверенитета. Именно это является целью, значит, того, что сегодня разожжен костер на Ближнем Востоке, а его искры летят в сторону европейского континента. И вторая цель – это как раз-таки Эрдоган, для низложения которого была взорвана ситуация в Сирии. Сирийский капкан готовился для Эрдогана. Если бы целью сирийского конфликта было низложение Асада, они бы это сделали давно. Было много шансов для низложения Асада, и каждый раз они отступали. Потому что главной целью было свалить в эту яму Эрдогана. Ну, есть и такой вариант.